Смотрите, вот сейчас смотрите, приветствуем всех наших друзей, наших подписчиков, наших гостей. А как вы знаете, мы запись, когда начинаем запись, мы всегда об этом оповещаем наших слушателей, а также наших гостей. Как вы можете видеть, в верхнем правом углу красная кнопочка, которая как бы мигает, это значит, что запись пошла. Мы приветствуем всех на нашем канале, канал Вени Види Вичи. У нас в гостях сегодня пишущий журналист Вадим Зейдман. Этот гость нам очень интересен, потому что мы его читаем, как сказать, как бы вам сказать, если сказать с давних пор, но мы читали его статьи на таких ресурсах информационных, как Грани.ру, Каспаров.ру. Я думаю, он еще был на других сайтах, но сейчас по памяти я, конечно же, не смогу. У него своя четкая точка зрения. Человек, в принципе, можно, ну, можно с уверенностью даже сказать, принципиальный, и как бы, который сам себе не изменяет. Поэтому нам был очень интересен наш сегодняшний гость. Мы его, как мы его видим, представили. Вадим Зейдман, пишущий журналист. А теперь мы дадим слово Вадиму Зайдману, пускай, если он хочет, поприветствовать, и впоследствии, исходя из того, что он скажет, мы ему зададим первый вопрос. Вадим, вам слово, пожалуйста. Добрый вечер. Ну, это у нас добрый вечер, у вас добрый день еще всем слушателям. Очень рад, спасибо, что пригласили меня на канал. Вот, но я не знаю даже, что говорить в качестве приветствия. Я уже действительно, ну, может быть, два слова о себе скажу. Сам я родом из Украины, где сейчас вы знаете, что происходит, из Запорожья. Но в Германии, живу сейчас в Германии, но в Германии я беженец не от войны, я уже живу с 2001 года, переехал в Германию. Здесь, в Нюрнберге, с 2004 года я издаю газету «Рубеж», которая выходила раньше раз в месяц, в доковидную эпоху. Как началась ковидная эпоха, инфляция, немножко нас подкосила. А кроме этого началась война, у нас ушли все рекламодатели, почти все рекламодатели, потому что они почти все на 90% запутинцы. Вот. А газета бесплатная, она жила только за счет рекламы. Ну, выходит сейчас нерегулярно. Пока еще как-то держимся. Вот. Ну, что еще? Да, печатался вот на этих ресурсах, которые были названы. Еще раньше, до смерти главного редактора этого ресурса, я печатался на израильском ресурсе «Мы здесь». Кто читает, знает. Вот, ну, в общем-то, и 3 месяца, как у меня свой YouTube-канал. Можете заходить туда, по поиску просто набрать Вадим Зайдман, вы его сразу найдете. Ну вот вкратце обо мне. А, как, если можно сказать, вы себя, в принципе, представили. Но, Да. смотрите, Вадим, вот вы нам до того, как мы с вами начали общение именно в таком формате, вы нам сказали, что, в принципе, я пишущий журналист. Я даже не знаю, о чем с вами говорить, потому что для меня этот формат нов. И я не знаю, если, ну, как бы вы говорите, ну, вы дали понять, что это для вас новый какой-то формат, вы сказали, ну, я не знаю, буду отвечать на ваши вопросы, я не знаю, в принципе, о чем говорить. Ну, Нет, первый нет, наш я вопрос. сказал, я вас что-то перепугал. Я сказал, что пишущий журналист в том плане, что я не очень привык вживую, тем более в живом, в прямом эфире разговаривать. Чтобы вы немножко были готовы, что, может быть, я там где-то запнусь. И, ну, в общем, в этом плане. Ну, пожалуйста, давайте разговаривать. То есть нормально задавайте вопросы. Да, нет, вы сейчас поймете, почему мы это сказали. Вы сейчас поймете. Мы не в том плане, что мы как бы были, как сказать, взяты врасплох, или вы нас как бы этим в какой-то мере, как сказать, удивили. Не в этом плане, а в плане того, что, поверьте мне, нам есть о чем говорить. И вы сегодня будете с нами в очень хорошей обстановке беседовать. И вам это понравится. Вот смотрите, мы вас представили, вы себя представили. В принципе, вы себя представили, как вас знают люди, ну, по вашей профессиональной деятельности. Но смотрите, вот такой первый вопрос. Вот как бы вы хотели сами, вот, чтобы вас люди знали именно? Вот вы как бы хотели, чтобы вас люди узнавали и знали? Вот для вас что важно в том, чтобы о вас знали? Вот такой вам первый вопрос. Ну, просто, чтобы читали мои статьи и смотрели, вот, как уже 3 месяца началось, мои видеоролики на Ютубе.
Но это для меня наиболее лучшее, конечно. То есть не чтобы лицо мое знали, а чтобы знали мои мысли, что я из себя представляю, что я думаю о происходящих сегодня в мире событиях, а события, вы знаете, сегодня не самые лучшие происходят, к сожалению. Вадим, вот вы сказали, я журналист, но вы сами по образованию, в принципе, вы не журналист, и по профессиональной деятельности вы стали журналистом именно волею случая, или по воле обстоятельств, или это был такой, знаете, зов души, как бы вы посчитали нужным писать о том, что вам интересно. Вот как этот процесс с вами происходил? Это было внезапно или это было постепенно? Нет, ну пишу как в том плане, что водить ручкой по бумаге я пишу лет с 6. Ну, то есть это мне всегда очень нравилось, что-то начинал я там, писал, сочинять, придумывать какие-то истории, вот, ну, там, подражание, там, верно. Потом стал взрослым, свое. Да. А, нас находится а вот ну, как шикарно взрослый, как личность формировалась эпох время развала Советского Союза. И вот когда вы начали писать, я как бы интересовался все-таки вашим творчеством. Вы писали все-таки детскую, как бы у вас была литература, в принципе, сборники, рассказы, да? Вы начинали как бы с детской литературы. Вот могли бы вы это объяснить, почему именно с детской и как прошел этот процесс, чтобы стать публицистом? Если хотите, коротко, если хотите, коротко. Нет, ну детское это просто, может быть, больше было на виду, потому что оно было издано первое. Вот, я, в общем-то, я сформировался не очень, ну да, на изломе эпох, перестройка меня формировала, но изначально меня, если говорить о политических взглядах, я сформировался благодаря своему отцу. Вот, то есть лет в 10-12 у меня уже благодаря отцу не было никаких иллюзий насчет существа советской власти. Вот. Поэтому, ну, что просто в детском возрасте я еще каких-то... Ну, я писал рассказы не только для детей, но и какие-то взрослые рассказы про школьную жизнь, потом студенческую жизнь. Но это все было сыро еще, конечно. Вот. Поэтому, а так, в общем-то, изначально мои политические взгляды сформировались во многом благодаря отцу, потому что он мне открыл глаза. Отец, кстати, я не знаю, знаете вы или нет, у него издано два
серьезных двухтомных труда. Один называется «Евреи и советский проект». Это о евреях в революции, о том, евреи ли сделали революцию, или все-таки это русские в основном себе сделали это счастье. Это 2 тома, 1200 страниц довольно убористого текста. А второй труд, двухтомник тоже, 1400 страниц, 2000 лет вместе. Это о жизни, у него подзаголовок 2000 лет вместе и подзаголовок «История преследования евреев». То есть не именно история евреев, каких много написано, история преследования евреев. То есть прослеживается от распятия Христа до наших дней 2000 лет история преследования евреев. И, в общем-то, делается вывод о том, что все 2000 лет подготавливался Холокост. Вот эти десятки, сотни погромов, преследований евреев на протяжении 2000 лет, они привели к Холокосту. Что Холокост случился не на пустом месте, не случайно. К этому шло. Маленькие погромы привели к большому, самому большому погрому, к Холокосту. И в этом Холокосте немцы были только исполнителями, а многие христианские именно народы, в лучшем случае наблюдателями, а некоторые и соучастниками. И самыми большими соучастниками были светочи демократии США и Великобритании. Ну, в 2 словах почему не расскажешь, это надо читать. Ну, вот так. Ну вот, я немножко, наверное, ушел в сторону, пытаясь ответить на ваш вопрос. Ну, вот Не-не-не, все четко, все прекрасно, великолепно. Нас эта тема очень сильно интересует, и вы поймете почему. Вадим, тогда такой вопрос. Кем был ваш отец? Он был писателем? Ну, понимаю, что он писал, но его профессия, кем он был? Может быть, это было его как бы увлечением, или он считал долгом написать об этом? Вообще, кто он был, если есть возможность, конечно, чтобы наши да, слушатели да. понимали, о Ну, чем? если есть возможность не совсем в 2 словах, я чуть-чуть шире Да, расскажу. говорите, объясните, пожалуйста, нашим слушателям. Да, значит, во-первых, вот я сейчас расскажу, а потом вы и те слушатели, кто захотят, зайдите на мой канал, на видеоканал. Если скажете, я пришлю ссылку, можете ее выставить именно на этот ролик. Значит, у меня там размещен ролик о моем отце, ну, минут на 20. Он называется «Жизнь несостоявшихся возможностей». Значит, он по образованию, как и я, инженер. Проработал 42 года на гиганте запорожской металлургии Запорожсталь. 42 года. Начальником одной из лабораторий. Значит, в 80-м году у нас была история. Он собирался, он все время, да, он по образованию инженер, но как и я, у него все время тяга была к писательству, и он немножко правдолюбец был, как тогда их называли. И он один раз он в библиотеке, в заводской или городской библиотеке наткнулся на книжку, маленькую книжицу Джона Рида. Это Джон Рид, он был, если вы помните, очевидцем, журналистом американцем. И во время революции он был в России и был очевидцем 10 дней, которые потрясли мир. И он так и назвал свою книжку «10 дней, которые потрясли мир». И вот отец прочел эту книжечку, небольшая брошюрка, а там в конце приложение к этой книжке таблицы, в том числе таблицы, одна таблица была стоимость товаров на момент перед Первой мировой войной, июль 1914 года, а вторая таблица, сколько на эту зарплату, которую получали тогдашние рабочие в июле 1914 года. Сопоставив данные обеих таблиц, можно было легко выяснить, сколько простой работяга при эксплуататорском царизме мог купить себе там буханок хлеба, килограммов мяса и так далее. Ну, короче, эти таблицы потрясли отца, потому что оказалось, что жизнь при царизме была совсем не столь ужасной, как нам рассказывала пропаганда, и он собрался писать об этом книгу и стал собирать материалы. Короче, чтобы долго не рассказывать, его с этими материалами захапало КГБ,
И были большие, это было начало 80-х, как раз Андропов пришел к власти. И у него на заводе были большие Вот неприятности. короткий вопрос, Вадим, прошу прощения, я вас прерву, это Да-да. очень важно, интересует. А как его схватили? На него сделали навет, его сдали, кто-то на него, как говорится, Ну, я, настучал, или он да, сам по своей необрезанности как бы высказался где-то? сейчас я расскажу. Я не стал просто рассказывать, чтобы не получилось сильно долго. Значит, Всё, там если это долго, мы вам скажем, нам интересно, говорить. хорошо. Значит, там, значит, он какие материалы он стал собирать? Если вы помните, тогда в советское время проскакивали критические материалы на производственные темы, на какие-то там промышленные темы, продовольственные, в таких газетах, как «Правда», «Известия», особенно в литературных газетах. А у него не было возможности из других каких-то источников нелегально брать. И он делал вырезки вот этих критических материалов, собрал это в папку и отнес. Они с мамой уезжали один раз на курорт зимой на Кавминводы. И почему-то они решили отнести эту папку двоюродной сестре отца. А эта сестра работала на масло-жир-комбинате запорожском. И вот как раз, когда они были там на отдыхе, к сестре нагрянула проверка из АБХСС. Кто уже не знает, что такое АБХСС, это отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. Ну, короче, как бы пришли под видом проверки. Вот несколько молодых людей в штатском. В общем, один взял эту сумку с папкой, нашли сразу, один взял, просмотрел содержимое, отложил в сторону, потому что не придал ей знать. Да, а там была еще, кроме этих газетных вырезок, фотография Солженицына с сыновьями. Вот это был на тот момент, конечно, криминал. Вот. А другой молодой человек в штате, он говорит, а ну дай, зацепился глазом за эту фотографию Солженицына, и говорит, дай сюда. И вот с этого момента начала раскручиваться наша эпопея с КГБ. То есть тот, который отложил в сторону папку, вот, не знал в лицо Солженицына. И поэтому понятно, что он был, видимо, действительно из ОБХСС. Откуда ОБХССнику знать лицо Солженицына? Его ж не печатали в советской прессе. Вот. А КГБ, а второй, который сказал, а ну-ка дай сюда, явно был из КГБ, раз знал его лицо. Вот на этом основании мы сделали вывод, что проверка из ОБХСС была всего лишь предлогом, а на самом деле, скорее всего, прослушивался наш телефон. Вот так они вышли. Ну, а потом, когда все это начало раскручиваться, там вот сам неприятности были на заводе, понизили его в должность, он был начальником одной из лабораторий, его понизили в обычные инженеры, но это мелочь. Вот. Но потом как-то на заводе состоялось собрание заводское, и на нем присутствовал первый секретарь Кстати, обкома прошу партии. прощения, Вадим, прошу прощения, ваш отец был коммунистом или нет? Просто интересно Нет, вот этот сам процесс. не был. Не был он никогда в партии. Его пытались, но он отказывался. Его в году, вот когда были польские волнения, это 56-й, по-моему, 58-й, его пытались завербовать. Он тогда только начал работать на Запорожстале, его пытались завербовать, вызвали, значит, в партком комбината, хотя он не был партийным. И вот эти из КГБ там какие-то ребята пытались предложить ему командировку в Польшу, поработать с польскими товарищами. Так это у них называлось. Но он сказал, что он подумает, и если согласится, он им позвонит. Но он не позвонил. Его больше не дергали, но, видимо, заметку в графе неблагонадежности. Вот, потому что он, смотрите, у него сейчас я просто закончу с эпопеей с КГБ, чтобы было понятно. Короче, в газете, в заводской многотиражке уже опубликовали на всю полосу материал под названием «Чертополох», смысл которого был в том, что на ниве счастливой советской жизни произрос чертополох, вот эти зайдманы, которых надо, этот чертополох советские граждане должны с корнем выпалывать. Вот такой был смысл этой многотиражки. Ну, в общем, сегодня это смешно, но тогда, конечно, не очень было смешно. Но конец этой истории. 80... Да, он еще судился с комбинатом за то, что его понизили в должности по расформированию лаборатории. Ну, конечно, суд проиграл. Но в 1988 году, в разгар перестройки, на завод пришли опять КГБисты
и сказали ему, что он реабилитирован. Он им говорит, ну хорошо, я рад, но вы меня... Да, и предложили ему содействовать восстановлению в должности. Он им говорит, мне уже 2 года до пенсии осталось, он в 90-м году 60 лет уже на пенсию ушел, а это был 88-й. Говорит, я 2 года до пенсии не надо, но лучше вы меня охаяли на весь комбинат 40-тысячный, опубликовать эту статью. Я не прошу такое же опровержение, опубликуйте маленькую заметку, что я реабилитирован. Они говорят, надо посоветоваться с генералом. Ну, в общем, ничего не было опубликовано, наверное, советуются с генералом до сих пор. Вот. А, значит, возвращаясь к его... Да, но вот эта книжка, которую он собирался писать о положении в СССР, она в перестройку уже потеряла актуальность, он, значит, ее не написал, но уже в Германии написал вот эти 2 двухтомника, о которых я рассказал. Вот. А по его основной специальности, значит, смотрите, он инженер-металлург, у него 6 изобретений, 150 где-то научных работ, опубликованных и в советских научных журналах, и за границей. И поэтому, потому что он был известен за границей, его где-то в 79 году, до этой еще истории с КГБ, его одного со всего 40-тысячного комбината пригласили в Париж на симпозиум, на Всемирный симпозиум металловедов с женой. Ну, конечно, его не выпустили, потому что, вот я говорю, у него, бог знает, с какого времени стояла галочка, не была, скорее всего. Ну и пятая графа к тому же. Вот, его не выпустили. Вот, ну как это так? Директора завода не пригласили на симпозиум, главного инженера не пригласили, а какого-то простого инженера Зайдмана пригласили. Вот почему я и назвал вот это свое видео об отце жизни состоявшихся возможностей. Потому что, я думаю, если бы он вырос и провел жизнь где-то в какой-то стране Запада, то он, скорее всего, был бы всемирно известным ученым, ну и, мягко говоря, довольно состоятельным человеком. Так, хорошо. Знаете, почему мы вам дали это рассказать в мельчайших подробностях? Потому что на данный момент территория оккупированной Чешской Республики, в принципе, у нас там Северная Корея. И поэтому нашим молодым людям, которые нас будут слушать, они должны понимать, что, в принципе, ничего не меняется. Система империи, какой она была, такой она остается. И этот дракон, эта гидра, она, в принципе, распускает свои щупальца повсюду. И сама суть и сущность этой империи не меняется. Поэтому нам было очень интересно, чтобы люди понимали, что люди проживали такие же истории в других уголках бывшего Советского Союза, а ныне суверенной Украинской Республики. Вот смотрите, Вадим, вот вы стали все-таки публицистом, вы начали потом уже, как бы это зов совести, вот вы начали говорить, писать, вы публицист, на грани.ру, Каспаров.ру, также другие издания, у вас есть свой журнал «Рубеж», как вы сказали, есть ссылки на Газета, этот канал. газета. Газета, да. Да-да-да, газета. Смотрите, вот по образованию вы инженер, вот вы себя считаете, вот это такой вопрос, знаете, самоидентификации. Это очень важный момент, сейчас поймите правильно, это не в том плане, чтобы отделить людей друг от друга. Но люди все одинаковые, у всех 2 руки, 2 ноги, мы являемся homo sapiens, как говорится. Но все-таки есть такая, знаете, внутренняя самоидентичность и самоидентификация. Вы на этот мир смотрите как? Как еврей, или как еврейский, или украинский еврей, или просто как гражданин Украины. Вот как вы себя идентифицируете? Потому что это очень важно. Понимаете, это очень важный элемент в жизни каждого человека. Каждый человек себя с чем-то ассоциирует и себя идентифицирует. Вот вы себя как идентифицируете? Ваш ответ. Ну, однозначно, конечно, трудно ответить. Ну, конечно, однозначно могу сказать, что я не религиозный еврей. Так? Это однозначно. Ну, что придуриваться? Ну, вырос в 91 году, когда распался Советский Союз, кончилась вся эта идеология, мне было уже, дай бог, ой, сколько, 27 лет. Так? Поэтому никакого еврейского воспитания в детстве у меня не было. Поэтому, конечно, я еврей не религиозный. Но, естественно, я еврей, болеющий за то, что происходит сейчас в Израиле. Вот. Конечно, я как
идентифицирую себя и как украинский еврей, и как украинец. У меня была статья даже 2014 года, сразу после аннексии Крыма, в марте, да, где-то в середине марта 2014 года она была написана, которая так и называлась «Я украинец». Ну, это пафосно, но на тот момент это того стоило. В каком смысле я украинец? В том смысле, как Евтушенко, помните его поэму «Бабий Яр», когда он написал, что я, я всем антисемитам, как еврей, и потому я настоящий русский. Так, этот американский президент, который приехал в Западный Берлин и сказал, что я Берлин, когда, значит, возвели... Кеннеди. Когда... I'm Berliner, он сказал. А? Джон Фиджеральд Кеннеди прилетел на самолете и сказал, I'm Кеннеди. Да, Кеннеди выскочил. Кеннеди приехал в Берлин и в знак солидарности сказал, я Берлин. Значит, вот Евтушенко сказал, я еврей, в критический момент, так? О Холокосте это он сказал. Кеннеди сказал, я берлинец, когда вот был критический момент в Западном Берлине. Вот, а я, когда эти орки напали на Украину, я еврей, говорю, что я украинец. Вот такая у меня была статья. Так Это что понятно. многозначно. Да, мы понимаем. У вас много, мы поняли ваш ответ. Однозначно нельзя сказать, вот я еврей, меня интересует только еврейский вопрос, но вы прожили в Украине и как бы себя ассоциируете, считаете украинцем, это вполне нормальная, ясная позиция, потому что все-таки это ваша страна, вы там родились, выросли во втором, третьем, десятом каком-то поколении, это не важно. Главное, что вы себя... Да, говорите. Я вам добавлю еще, что по тому количеству статей, которые я пишу об Ичкерии, я могу сказать, что я еще и чеченец, наверное. Добро пожаловать. Да. Меня, кстати, несколько огорчает, что вот многие чеченцы не понимают, что в нынешней ситуации и евреи, и чеченцы находятся в одном окопе в противостоянии всемирному злу, к сожалению. Смотрите, Вадим, у чеченцев есть очень большой, богатый опыт именно интеграции тех людей, которые приходили к нам на нашу территорию, на нашу землю, даже если они были врагами. Потому что тот человек, который понимал, с кем он имеет дело, переходил входил в чеченское общество, в чеченскую нацию, культурное пространство, практически ему давалась возможность ассимилироваться, интегрироваться и иметь полноправные именно те права, которые имел этнические чеченцы. Это у нас очень глубокая, давняя традиция. Если вам будет как-нибудь интересно, мы об этом поговорим. Но сейчас мы вернемся к тому, когда вы сказали, вот у меня как бы несколько идентичностей, и я, в принципе, болею за то, что происходит в Израиле, я болею также за то, что происходит в Украине. Тогда, прошу прощения, вот этот вопрос. Я извиняюсь, можно сказать, что я всегда на стороне несправедливо угнетаемых, но я не левак, чтобы, не дай бог, не подумали, что я какой-то левак и буду защищать каких-нибудь террористов на этом основании, которые визжат, как только им дают по зубам, падают на пол, поднимают руки, ноги кверху и кричат «слабых бьют, террорист». Да? Я в этом смысле не левак. Я различаю, кто настоящий угнетаемый, а кто придуривается, на самом деле террорист. Как Путин тоже скажет, что Россию обижают, да? Но я защищать Россию не буду. То есть я на стороне реально угнетаемых. На стороне правды. Вы на стороне истины. На стороне правды. Вот самое короткое. Хорошо, Вадим, смотрите, тогда вот такой вопрос, знаете, такой очень интересный вопрос возник из всего того, что вы сказали. Вот со скольки лет вы осознали, что вы все-таки еврейского происхождения? Вот, что вы осознали, я все-таки еврей. Вот с 5, 6, 7, 8, 9, 10 лет. Вот с какого возраста? Не, то, что я еврей от мамы с папой по паспорту, я не знаю, может, в 5 лет я просто об этом не думал, но так со школьных лет я это понимал, да, вы понимаете, потому что всегда, как пришли в 1 класс, учительница делает список и обязательно
расспрашивает национальность, тоже спрашивает, какой ты национальности, и вносит эту пятую графу в этот списочек. В пионерский лагерь приезжаешь, новые ребята, воспитательница всех собирает на скамеечке и начинает в первый день составлять список: имя, фамилия, отчество, там, не помню, родителей записывала, но обязательно спрашивает при всех, чтобы все слышали национальность. Конечно, не очень приятно было слушать, когда там мешки при этом начинались. Вот, ну, вот это вот советское. То есть я бы, может быть, еще какое-то время не знал, не задумывался бы над этим в интернациональном Советском Союзе. Но действительность мордой об асфальт возила. Для того, чтобы вы осознали, что вы все-таки не тот, Да, не такой, как да, все, да? Система да, да, подводила. да. Вадим, тогда вот такой вопрос. Вот если есть возможность, конечно, отвечать, если нет возможности, не отвечайте, можете пропустить. Почему вы решили уехать из Украины? Вот, что вас подвигло? Новые возможности или то, что там уже не такая ситуация, которая вам нравилась, или творчество, чтобы развиваться как творческий человек? Вообще, что вас подвигло уехать из Украины? Не, ну это были чисто житейские причины, экономические. Ну, в Украине мы уехали переехали в 2001 году. Вот. Ну, в Украине был просто хаос, экономический в смысле. Там была демократия. То есть мы уехали не свободы. Свобода там, ну, конечно, не рафинированная демократия, не такая свобода, как на Западе, но, в принципе, мы могли в местной прессе печатать, публиковаться без особых ограничений. Причем в политическом плане тоже. Не только по местным проблемам, но и концептуальной политической статьи в Украине не было тогда проблем. Вот, была с какими-то изъянами, но демократия. Вот. Нет, просто ну, еще с советских времен, в общем-то, был настрой, чтобы уехать. Ну, в советское время мы думали, что уедем в Израиль, конечно. Ну, а когда появилась возможность в Германию, просто чисто Германия была выбрана как более, наверное, удобная страна. В Израиле очень жарко, и я тяжело переношу жару там, например. Дети мои, у меня двое детей, они наполовину евреи, жена украинка, поэтому тоже Израиль не очень так, в этом плане подходил. Ну, как-то так получилось, что выбрали Германию, но уезжать мы еще планировали в советское время. Ну да, в советское время это было больше вызвано вопросом уехать в свободный мир, а то, что уже только в 2001 году уехали, это уже больше экономическая была причина. Вадим, вот вопрос такой тогда напрашивается. В Германии вы себя чувствуете в безопасности? Как еврей, Да, и как еврей, и как гражданин Германии, или просто как человек вообще? Как вы себя чувствуете? Безопасно именно. ну, Если не, говорить ну, как еврей, можно так, смотрите, вот так вот я задам. Вот как еврей, я себя в Германии не так сильно чувствую безопасно. Но как немецкий бюргер, да, вот этого не говорится, то в безопасности. А так как гражданин мира, тоже в безопасности. Но если как еврей вот взять, тогда уже я не такой сильный. Вот как вы ответите? Вот такой вам вопрос, вот отвечайте. Интересно. в целом я в Германии себя чувствую очень комфортно. Вот как еврей, но я просто в курсе читаю, какие-то эксцессы здесь случаются. Даже были какие-то и убийства евреев, но это все-таки спорадические случаи, и власть очень жестко на это реагирует. Когда проходят вот митинги здесь произраильские в Нюрнберге, вот был огромный митинг 7 октября прошлого года, ну, когда случился этот известный теракт Хамаса. Вот, огромный митинг был, ну, он охраняется очень, очень сильно. То есть стояли просто автоматчики на крышах домов. Даже нехорошие ассоциации возникали с нехорошими временами, но в данном случае это было положительно. Вот, то есть настолько охраняли, что снайперы стояли на крышах домов, охраняли очень жестко. При входе на митинг там все сумки проверяли. Вот, то есть власти следят за этим. Поэтому я не могу сказать, что я и как еврей себя сильно в опасности чувствую. Просто я слежу, конечно, неприятно, когда какие-то эксцессы происходят все время. Но в целом, конечно, здесь я скажу так, в Германии евреи, наверное, более защищены, чем
допустим, в той же Франции. Как мне кажется, по тому, что я читаю вот о тех терактах, которые происходят антиеврейских во Франции. Вот. Хорошо. Вадим, а такой, смотрите, вопрос тогда. Вы говорите на иврите или нет? Нет, нет, нет. Понятно. Откуда я могу говорить на иврите? Ну, что, Это в вопрос, нам школе интересно. мы изучали как второй иностранный. У меня отец, кстати, они же, когда он был маленький, они в местечке жили. Значит, отец до 6 где-то лет по-русски не говорил, но он не на иврите говорил, на идише. И благодаря этому, когда мы приехали в Германию, он на бытовом уровне схватил немецкий. Понятно. Вы кроме русского, значит, ни на каком другом языке не говорите? Ну, на немецком, Да, немецкий. Да. не перфект на немецком. Ну, вы знаете, я в Германии, в немецкой среде почти не кручусь. У меня деньги я зарабатываю в основном, у меня турбюро. Не на газете, конечно, я зарабатываю деньги, газета убыток. У меня турбюро. Но сейчас из турбюро, как ковид начался, проблема. Вот, а до ковида было неплохо. Вот, турбюро, ну, кто приходит в турбюро, где русский владелец, конечно, в основном русские приходят. Поэтому у меня нет такого опыта разговора на немецком. Ну, на бытовом уровне я владею немецким. Ну, украинским я еще владею. То есть говорить я буду на суржике по-українськи, але читаю и розумію. На суржике я говорю, то есть я что значит на суржике? Ну, понятно, наверное. Я, скажем, зупинка, скажу остановка. Вот. А читаю и понимаю, я разумею так же легко, как и русский. Хорошо, мы поняли. Смотрите, Вадим, давай тогда перейдем к серьезной части нашего интервью. Именно это все было серьезно, но это вообще очень серьезно. Вот для вас, вот вы как публицист, как человек уже все-таки с богатым жизненным опытом, человек, который наблюдает за ситуацией в мире, для вас существует ли конфликт цивилизации или нет? Конец цивилизации. Мы слушаем. Я не расслышал. Вопрос такой. Вопрос. Смотрите, для вас, вот как человек с жизненным богатым опытом, который все-таки прожил немало уже, как бы поменял несколько стран, для вас существует конфликт цивилизаций? Именно там они могут быть разными. Цивилизация между добром и злом, религиозная, именно конфликтная ситуация цивилизации именно в конфликте. Смотрите, вопрос такой. Это очень как бы широкий вопрос, объемный. Одновременно он очень четкий. Конфликт цивилизаций религиозный, ислам, иудеи, христиане, там, православные. Потом есть конфликт цивилизаций именно в плане того, чтобы ось зла. Есть добро, это демократические страны, страны с демократическим устройством, и страны авторитарные, тоталитарные, а также религиозного характера, такие как Иран и другие. Вот для вас как вы видите этот мир? Ну, я думаю, конфликт, конечно, есть, но, видимо, не цивилизацией, а конфликт между архаикой и цивилизацией. То есть архаика — это вообще не цивилизация, понимаете? Ну что, разве можно нынешнюю Россию, Путина считать цивилизацией? Вот. Путин и нынешняя Россия, это же, то есть если вы имеете в виду конфликт между христианским и мусульманским, арабо-мусульманским миром, нет. Такого четкого разделения нет, потому что есть страны мусульманские очень развитые и в плане демократии, вот, а есть Вопрос. Просто один вопрос, короткий, это очень важно. Сейчас. Вот вы сказали, есть мусульманские страны с демократическим устроем. Назовите хоть одну. Ой, сейчас меня немножко врасплох застали. Вы серьезно готовились к этому разговору, Вадим? Нам это очень важно, потому что ваше мнение нам очень важно. Ну, может быть, сейчас надо подумать. И приходит, можете просто пропустить тоже вопрос. Ну, я бы, например, это, ну,
Я бы, например, чеченцев бы, к примеру, отнес бы не к архаичным, не к террористическим, а к нормальным. То есть если бы Россия им дала, то есть есть страны, да, страны на Ближнем Востоке, которые очень Тогда экономически смотрите, развиты, вот, но с прошу прощения, демократией там проблемы. подождите, сейчас вы поймете. Возможно, я вас перебиваю, но все-таки смотрите, вы поймете ход мысли. Вот вы говорите, чеченцы, возможно. Значит, вы чеченцев считаете в исламской цивилизации, мусульманской, или все-таки они являются самодостаточной этнической единицей на этой планете Земля? Или как вы вообще видите чеченцев? Они мусульмане для вас или просто чеченцы, которые исламизировали, стали мусульманами? Или они все-таки Ой, ну все я не, верующие мусульмане? Вот просто как вы видите? Нам просто интересно ваше мнение. ну вы знаете, я не такой большой специалист, чтобы сказать, Важно, они, говорите как есть. Нам очень да, важно, чтобы те ну, гости, которые к нам приходили, говорили как есть, то, что думают, и говорят то, что думают, и думают то, что говорят. Это очень важно нас, потому что для нас этим вы и ценны. Мы вас слушаем. да, и просто не специалист в вопросах, в религиозных вопросах, поэтому такие тонкости, как сказать, что чеченцы, они или мусульманы изначально, или вот, как вы говорите, как вы сказали, стали по необходимости, или что мусульмане. Ну, формально для меня они мусульмане, конечно. Ну, а кто же еще? Так? Но я их совершенно отделяю, например, от Хамаса, от палестинских таких террористов. То есть это для меня, то есть, хотя они и те мусульмане, вот, но это совершенно для меня разные миры. Вот. И я думаю, что если бы Россия дала Ичкерии нормально развиваться, ну, я гарантировать не могу, как можно сказать, что было бы, но я надеюсь, что они бы смогли построить нормально, со временем, конечно, нормальное демократическое правовое государство. Хорошо. Вы были вообще в России, Вадим, или нет? Ну, конечно, был в Москве. В Москву я в 90-е годы был период, несколько лет, когда каждый месяц ездил. Ну, чисто А челночные. последний раз, когда, вот такой вопрос, последний раз, когда были в России? В Москве? Вообще в России, где бы вы ни были там, территория России. Ну, последний раз году в 96-м, наверное. Хорошо. Значит, после вашего отъезда, после 2001 года вы уже там как бы не были. Да? О, Господи, ну Хорошо. что я забыл? Что я забыл в России? Я в Да, я Украине 20. понимаю, я понимаю. Я все понимаю. Я почему такой вопрос задаю? Вообще вы, для вас, такой, знаете, вопрос напишите. Вообще понимаете, что такое Россия? Вот как вы ее видите, Россия? Что это для вас? Это страна, которая может поменяться, страна, которая никогда не поменяется. Она является империей злостной. Или как вы видите? Или там все-таки есть какие-то проблески демократии, лучи света. Вообще, как вы вообще представляете эту страну, эту территорию? Да, вы знаете, из-за того, что я на эту тему уже не десятки, а сотни даже статей написал, мне очень тяжело вычленить главное и сказать коротко. Вот. Давайте я, может, начну буквально Как хотите. Вот нам Да, интересно, как вы видите, да. понимаете? Я, Как бы я, вы ни нач- видели, нам интересно. да. Конечно, это... Давайте я начну с восьмистрочного стихотворения. Тут в нем как бы сконцентрировано мое отношение к этому. Сейчас, если я только по памяти его правильно вспомню. Ничего мы не забыли, не простили, на сочувствие мы к нелюдям скупы. Моисей водил евреев по пустыне 40 лет, пока не вымерли рабы. Россиянам недостаточно и 40. Столько бед, столько горя принесли они и бед. Чтобы вылечить Россию от Мордора, все 400, не меньше, нужно лет. Ну, это вот поэтический ответ на ваш вопрос. А если больше по существу говорить, вы понимаете, 5 веков, уже больше 5 веков империи даром все-таки не проходит. 5 веков империи, когда, причем не просто империя, а когда она жестко совершала экспансию, набирала себе все новые и новые земли, как никакая другая империя. И есть такое выражение, что Россия путает величие с величиной. Вот ей все больше, больше надо и не может никак не угомониться. Уже
но это можно было, есть такое выражение про Путина, что Путин великий политик XIX века. То есть вот в XIX веке он со своей экспансией был бы к месту. А сегодня не величина определяет величие страны, а там технологии, мозги. Вот, то есть маленькие страны европейские, мы видим, гораздо более уже живут лучше, чем огромная Россия. Поэтому, вы понимаете, это главное зло нынешней России, это ее непросыхающее имперство. В 91 году, когда случилось ГКЧП, мы приняли распад как системы, распад Советского Союза, приняли за то, что проблема решена. Решили, что все, проблема решена. Вот, но это рухнула коммунистическая система. Но коммунистическая система это было крайнее проявление имперства России. То есть большевики, совершив революцию в 17 году, они не уничтожили империю, они создали на обломках самовластия еще более жесткую империю, чем царство. Вот. И в 91 году, когда рухнул коммунизм, мы решили, что делать сделано. Но коммунизм рухнул, одно из крайних проявлений империи, но сама имперская матрица сохранилась, не тронута. И вот это вот дало рецидив сегодняшний путинизм. То есть я считаю, что путинизм был заложен, уже изначально заложен в 91 году, когда Ельцин отказался деколонизировать Россию, отказался разогнать КГБ, отказался провести суд над КПСС. Вот тогда он заложил основы путинизма. Путин, Путин, сам человек Путин, это был случайный человек, оказался на вершине власти. Но в любом случае уже пришел бы другой человек, это было все заложено уже, я считаю, в 91 году. А когда в 94 году началась война против Чечни, тогда Россия уже на всех парах понеслась, как поезд под откос к путинизму. Ну, не знаю, ответил ли я на ваш вопрос. Это очень хорошо, ваша точка зрения. Мы ее принимаем такой, какой она есть. Мы не стараемся изменить мнение людей, мы их принимаем такими, какие они есть. Мы слушаем их, это нам очень важно. Хорошо, значит, по вашему мнению, если вместо Путина, как вы говорите, придет какой-то другой человек, так скажем, демократ, Россия может измениться? Нет, нет, пока не будет уничтожена имперская матрица, ничего не изменится. Но он придет Навальный, ну вот вы сами, наверное, посмеетесь, что Навальный. Навальный, ну уже всем, почти всем понятно, что никакой не демократ. Какой может быть Навальный демократ, если он называл грузин грызунами, хвалил Путина за то, что он бомбит этих грызунов, советовал Путину сбивать самолеты над Южной Осетией, в том числе и пассажирские. Какой это демократ? Ходил на эти русские марши. Но даже Немцов, даже если бы Немцов пришел, стал президент, тогда, даже не сейчас, сейчас его уже нет. Если бы вместо Путина президентом стал Немцов, ну да, наверное, такой войны с Украиной не было. Вот, но тоже это был бы, ну, второе издание Ельцина было. Что Ельцин это сильно хорошо. Ельцин же первую войну в Чечне начал. Ельцин устроил в 91-93 годах сверх Гамсахурдия, устроил первую гибридную на постсоветском пространстве войну в Грузии. То есть Путин ничего нового не изобрел. Это не его изобретение, гибридная война в 2014 году. Это устроил еще Ельцин в Грузии в 91 году. Вот. Поэтому, если бы стал Немцов, была бы та же имперская политика, что Немцов бы отпустил Ичкерию, когда он в 94 году, не в 2001 году, об этом знают многие, что в 2001 году Немцов одобрил бомбежку Чечни. Но все говорят, что а вот он привез 1 миллион подписей Ельцину в 96 году за прекращение Первой Чеченской войны. Но это он привез в 96 году, через 2 года после, когда пошли сплошным потоком гробы в России. Он беспокоился о российских несчастных мальчиках, которые иногда убивали чеченцев. А в 94 году есть видео, и если вы посмотрите мое видео о Немцове у меня в Ютубе, вот там это видео я даю. В первый день войны
12 декабря 1994 года, когда он был еще губернатором Нижегородской области, он дал короткое интервью кому-то из местных журналистов нижегородских и сказал, что да, то есть в целом одобрил Первую Чеченскую войну тоже Немцов. Это он через 2 года из-за того, что сплошным потоком гробы пошли. Так что там единственный человек из демократов, либералов первого ряда, имена которых на слуху, это была Валерия Ильинична Новодворская, которая однозначно выступала с самого начала против чеченских войн и против Путина. Она сказала, когда он поздравил ее в 2001, по-моему, году с 8 марта, она отослала поздравления назад и сказала, чтобы он не лез своими грязными лапами кровавыми к ней. Вот. А все остальные такие же точно имперцы, как и они в вопросе имперства ничем от Путина не отличаются. Абсолютно. Поэтому я говорю, не 40 лет, а 400 лет их надо водить. Это очень хороший ответ, между прочим. Смотрите, Вадим, вот Новодворская, Валерия Ильинична Новодворская, она еврейка была для вас или нет? Как вы ее видите? Ну, нет, то есть по своим взглядам, она тоже всегда была на стороне Израиля против этих террористов, но тогда еще, ну Хамас уже было, в 2015 году умерла. Ну, еще когда ООП было, Ясер Арафат, она четко на стороне Израиля, но она не посвятила всю жизнь еврейскому вопросу. Нет, вопрос такой, она этническая еврейка или нет? Вот как вы думаете? Нет, я сейчас точно не помню, или наполовину, папа у нее, по-моему, еврей. Понятно. Вы ее видели вообще, лично с ней знакомы были? Нет, лично не знаком. Я знаком Вы лично видели с Нателлой Болтянской, которая дружила. Дружила очень тесно. Но издалека хотя бы вы где-нибудь ее видели, вот пересекались на Не, вживую не видел, не довелось. Нет. Хорошо. Смотрите, вот вы говорите, вот Россия, там, Немцов, там, это системный подход, в принципе, они не отпускают, там, империя. Чечню не отпустили, на Грузию напали. А почему тогда Россия напала на Украину, как вы думаете? Господи, это просто логическое развитие диктатора. Если вы возьмете, у меня была статья августа 2008 года о грузинской войне, в разгар войны написано. У меня там прямо и написано, что если она есть в сети, это на сайте нашей газеты эта статья, по-моему, так и называется, 100 дней Медведева и грузинская война. Там я напрямую написал в 2008 году, что если Путин не получит по рукам, по-настоящему не получит по рукам за агрессию против Грузии, то следующим с большой вероятностью будет Крым. Черным по белому. Ну, это естественно, если он не получил по рукам за Вторую Ну, смотрите, Чеченскую Вадим, войну. смотрите, вы поймете вопрос. Значит, все-таки там не в личностях, а в самой системе. Эта страна построена на войнах. Они захватывают, они убивают. Им Ну нужна, да, да. им нужна кровь. Это кровопускание. Вечное, постоянное, перманентное кровопускание своего так называемого рабского населения, а также кровопускание всех тех стран и тех народов, которые живут вокруг этой империи. Не так ли? Да, да, абсолютно вы правы. Ну, единственное, вот что примечание надо сделать, наверное, при Немцове не было бы украинской войны. Но грузинская вполне могла быть, потому что Немцов, есть видео тоже в этом, я привожу это видео в своем видео о Немцове, где он дает интервью итальянским журналистам или во время грузинской войны, или сразу после нее. Он говорит, что Саакашвили и Путин одного поля ягода. Вот. Просто у Саакашвили возможности меньше. Вот, то есть он точно так одобрил и грузинскую войну. Даже украинскую войну. И это тоже видео, это не текстовое, что можно сказать, что это вы тут, что этого не было, что это сейчас придумано, что есть видео 2014 года, весна, апрель 2014 года, через месяц после аннексии Крыма, через 1,5 месяца. Вот его интервью «Радио Свобода». И он там говорит, когда журналист его прямо спросил, нужно ли вернуть Крым Украине, он за полгода до Навального, до знаменитого этого навальнинского «Крым не бутерброд»,
Это Навальный сказал в ноябре 2014 года. А Немцов сказал это в апреле 2014 года, что да, Крым был с нарушениями, но возвращать его уже не надо, раз он уже в России. А почему он это обосновал? Потому что это же люди, крымчане, уже пережили один раз стресс, когда их из Украины в Россию перевели. Они уже получают получили российские паспорта, они получают пенсии в 2 раза больше. Вы хотите опять их ввергнуть в стресс, возвращая в Украину? То есть вот вам демократ, ведущий демократ России с таким нигилистическим правовым мышлением, что все, это я это знаете, как называю? Я это называю по фильму «Иван Васильевич меняет профессию». Помните, когда князь Милославский говорит, что на обратном пути возьмите Казань. А этот ему говорит: как, отец родной, мы же Казань уже взяли. Вы взяли, но это вы поспешили. Ну ладно, раз вы взяли, то так уже будет, пусть остается. Так и эти, что Немцов, что Навальный. Да, с нарушением, но раз уж Крым российский, то так уж и быть, пусть остается в России. Ну какие же это демократы? Да. Интересно. А смотрите, Вадим, а как вы, вот по вашему мнению, как бы вы объяснили большую концентрацию еврейского населения на территории Украины и Белоруссии, а также вот южной части России, именно со стороны Украины, не доходят до Москвы? Это теми законами, которые принимали цари России, зоной оседлости, или все-таки евреи целенаправленно селились именно в этих странах? Как вот объяснить это? Не, два совместных объяснения. Первое чисто географическое, потому что когда их, как они оказались в Украине, в Беларуси, это когда их гнали из Европы, так? Ну вот они пришли в ближайшую часть Российской империи, и там и осели. Ну а то, что они там закрепились, и особенно не расползлись по России, это да, вот эти вот законы Российской империи о черте оседлости. То есть тут все просто однозначно. Вопрос тогда, вот вы кто их гнал, вот, вы говорите, с Европы, с каких стран их гнали, вот если есть возможность, чтобы люди понимали, о чем вы? Вы знаете, это вот надо вам прочитать двухтомник отца 2000 лет вместе. Я-то знаю как, ну чтобы для слушателей, вот какие страны там, ну, Германия, Польша, не знаю. в разные столетия, в разные времена разные гонения были. Одно время, было время, там где-то 15-16, наверное, век, когда в Польше им идеально жилось. То есть не было более благополучной страны для евреев, чем Польша. Вот. Потом в Польше стали ужесточать, и, значит, пошли в Россию. Там были волны, сначала в Польшу, потом из Польши назад, когда там, в Германию, в Англию, Великобританию. Вот. Потом, значит, вот уже в 19 веке в Россию. Вот, то есть в разное время в разных странах евреям по-разному жилось. Поэтому были волны, потоки разные. Вот, ну вот как можно в 2 словах сказать. Вот. Вы знаете, ну знаете, наверное, что в средние века не было более благополучного места для евреев, чем в арабо-мусульманских странах. Да. То, что они говорят, это еще надо точно узнать. Смотрите, нет, вот вопрос. Это правда. Вы понимаете, когда в Европе наступили темные века в Средневековье, а арабская цивилизация тогда очень хорошо, это был золотой век цивилизации. То, что, вы понимаете, у меня на эту тему тоже есть статья. Вот. Значит, просто, смотрите, я вас перебью. Может быть, да. они не сумели просто запустить машину, вот эти жернова, и вы как бы вовремя оттуда ушли, евреи, с арабской, вот этой мусульманской цивилизации. Как вы думаете? Может быть, это тоже сказывается? Ну, трудно. Смотрите, я вам сейчас объясню. В Европе начались гонения на евреев, их выдавили оттуда, потому что самое преследуемое население было это евреи, на самом деле, потому что они как бы придерживались своей религии, и хотели христианизировать, католицизмом, Да. всеми вот этими лютеранскими, все. Но евреи, они еще ходили вот такие бородатые, все вот в своей вот этой форме, как сегодняшние так называемые мусульмане. И они бросались в глаза, и занимались только ремеслом, торговлей,
как для того времени банковское дело, но это было ростовщичество. И людям, в принципе, они не нравились. И как бы в Европе начали гонения. В то время был этот кордобский вот этот вот халифат, Эмират, Испания. Обратно они же также начали уходить вот эти страны Магриба, вот как вы говорите, их выдавали в ту сторону, в Восточную Европу. Но сама система цивилизации арабо-мусульманская, она просто не смогла запустить этот механизм. Не думаете ли вы так, что просто евреям повезло, что они вовремя оттуда тоже ушли? Ну, я не уверен, что это потому. Вот там, на Нет, мой взгляд, почему я как бы вас вдаю, ну, как бы описываю вам эту историю, чтобы вы задумались. Вы вообще знакомы с исламской цивилизацией, именно с арабской, мусульманской, именно вот? Что такое ислам вообще? Вы знакомы с исламом? не, ну, конечно, очень поверхностно. Ну, хорошо, понятно. Смотрите, вот такой, да-да, смотрите, вот такой вопрос тогда напрашивается. Почему такая большая концентрация, такое большое количество именно талантливых, умных и ученых людей, этнических евреев с разных стран, без разницы с каких стран? Вот как вы Потому, объясните этот феномен? ну, очень просто. Годы преследований, тысячелетия, более 2000 лет преследований выработали в евреях вот эту приспособляемость. А что, евреи, по сути, ж единственная древняя нация, которая сохранилась. Вспомните, ну, если брать там филистимлян, кто там еще был. Вот. Все, ведь нынешние итальянцы, это же не античный Рим, понимаете, это уже совсем не то. Вот, по сути, евреи это единственная нация, которая дожила, сохраняя свою веру с античных времен до наших дней. Вот. Нынешние греки, нынешние итальянцы это не древние греки, не древние. Вот. То есть вот эти тяжелые условия жизни, естественный отбор привели к тому, что да, выработалось у них это. Ну, если так коротко, как еще можно сказать? Они просто должны такой выработаться такой генетический как бы код, хотя его и нету. Ну, Но это не, зов, это не я генетика, понимаю, но конечно. это как бы образно, образно. Да, Такой да, зов памяти. образно, да. Да, зов памяти, что нужно быть образованным, чтобы выжить в этом тяжелом, трудном, несправедливом мире. Надо быть всегда впереди, быть лучше, быть умнее, быть быстрее, Вы проворнее, понимаете, прозорливее. у евреев, евреи уже вот в заре христианства, когда другие народы были темные, и там у отца в книге приводится эта статистика, я сейчас боюсь ошибиться, но даже у римлян и у греков, читающих, тех, кто умел читать, владел письменностью, были какие-то проценты. А евреи были уже в то время практически поголовная грамота. Ну, вот уже стартовые возможности уже были совершенно разные. Вадим, вы знаете, что на территории Чешской Республики была еврейская слободка именно на территории столицы Чешской Республики? Нет. Вроде бы нет. Может, где-то Не когда-то читал. знаете? Да, при царской России, когда Россия построила на выжженных чеченских селениях на территории нынешней столицы города Грозного, на нескольких селениях, которые они выжгли, вырезали там коренное население и построили так называемую крепость Грозная. Туда они завезли евреев, которые, в принципе, очень хорошо начали ладить с местным населением, между прочим. Была Я, еврейская слободка. да, И эта еврейская ну, слободка, сейчас я да. закончу, даже во время Советского Союза ее называли Махалай Жауру. Нет, именно это не И знаю. евреи жили на улице Московская. Вот так А, вот, для вашей информации. я единственное, что знаю, что в целом кавказские народы, там у них не развит антисемитизм. Вот это я знаю. И на собственном опыте знаю, когда бывал на Кавказе, я в Грузии бывал. Вот. То есть я видел, что они хорошо к евреям относятся. Но как бы для вас будет, может быть, это как бы новая информация в вашей жизни. Смотри, давайте тогда вернемся все-таки к этим вопросам добра и зла. Вот вы не раз упомянули Хамас, Хизбалла.
Израиль, право Израиля на существование, так называемый арабский мусульманский мир, который хочет разрушить государство Израиль, Иран. Вот в этой всей конфигурации какое место для вас занимает Россия? Ну, спонсор Ирана, Хизбаллы, Хамаса. Ну, они просто привечают этих лидеров всех Ирана. Ну хорошо, допустим, Иран это все-таки там какие-то государственные деятели, а это же террористы, признанные во всем мире террористом. И Россия, которая на словах против терроризма, она в Кремле принимает делегации Хизбаллы, Ирана, Хизбаллы и Хамаса, всех этих лидеров главарей. Вот. Ну о чем вообще говорить? Вооружает их. Сейчас Иран поставляет России, вы же знаете, эти шахеды. Да. Но, в принципе, вы правильно видите ситуацию. Когда, смотрите, евреи, они вынуждены, да, лаврировать именно между этими странами, как Россия, Иран. И хотя еврейское государство всегда четко называет Иран как своим экзистенциальным врагом, потому что Иран, они как бы указывают пальцем и со своим стратегическим союзником, как Соединенные Штаты, говорят, надо сделать так, чтобы Иран не мог нанести никакой вред и вообще угрожать израильскому государству. Но одновременно они прекрасно понимают, что за Ираном стоит Россия, за Хамасом стоит Россия, за Хизбаллой стоит Россия, за сирийским вот этим правительством Асадом стоит Россия, за всеми вот этими исламскими группировками суннитского толка стоит Россия, но никогда еврейское государство, даже в войне с Украиной, хотя Украина и Израиль должны были бы стать, в принципе, в одном лагере в борьбе добра против зла, должны были стать друзьями, но все-таки Израиль, израильский политический истеблишмент не становится другом Украины. Хотя там очень много этнических евреев, которые страдают. Да, мы понимаем, что в России тоже много евреев. Но все-таки есть такая разделительная черта между добром и злом. Несмотря на это, все-таки израильское государство, и мы его ни в чем не порицаем, это правильно, они защищают свои национальные интересы. На ваш взгляд, являясь этическим евреем, вы вообще думаете или вы чувствуете, что все-таки, или знаете ли вы, что вот этот политический статус осознает и понимает, что за Ираном стоит Россия, Россия в сотрудничестве с Китаем, и они подрывают мировую безопасность. Это они осознают или нет? Вот как вы думаете? Конечно, там не дураки, конечно, они все осознают. Они иногда делают вид, что они не осознают. Вот как и все западные лидеры придуриваются. Нет, все они осознают. Вот, ну, иначе чем объяснить, что этот Биби Нетаньяху, когда ездил в 2019 году на парад 9 мая, цеплял себе на лацкан эту георгиевскую ленточку, ну это же вообще стыдный позор. Вот. Что касается того, что Израиль не очень-то сочувствует Украине, не помогает ей особенно, вот, не на ее как бы стороне. Но они двойственную такую политику немножко. Где-то они гуманитарные чем-то помогают. Но я с другой стороны скажу, что и Украина не очень-то сочувствует Израилю. Официально я имею в виду Украину. Вот, то есть, ну сейчас может больше, а раньше так просто она почти всегда в ООН голосовала за антиизраильские резолюции. Даже Подожди, Вадим, сейчас это очень важный момент. Почему Украина до сегодняшних вот этих нынешних событий, как говорите, голосовала за антиизраильские в ООН? Потому что там было российское, пророссийское правительство, в государственных структурах власти сидели агенты Русни. Там это было все прорусское государственная, все вот это, вся эта машина, она была просто нашпигована, пронизана русскими агентами и агентами влияния, не так ли? Но они нашпигованы, да, но все-таки как голосовать в ООН, это определял министр иностранных дел, а изначально президент. Янукович, это все-таки был пророссийский президент, он полностью поддерживал Янукович, да. Янукович, да. Ну, нет, ну, это уже все-таки больше 10 лет. Нет, ну 10 лет. А нет, при Порошенко они тоже голосовали. Под мысль, поймете. У Украины был очень большой запас времени, чтобы стать
независимым суверенным государством, как у стран Балтии. Но несмотря на это, вот эта двойственная политика, мы тут с Россией коррупцией занимаемся, покупаем, перепродаем газ, русские ФСБшные, ГРУшные агенты, такие как будут, приезжают, закупают, как говорится, закупают оружие Украины, бывшей соседи, продают странам третьего мира. Одновременно расцветает коррупция, они хотят быть на гранты Европы, Америки, но сами не строят национально независимое суверенное государство, потому что вся власть, она пронизана прорусскими агентами влияния. Это факт. Леонид Кравчук, Кучма, Ющенко чуть-чуть старался, но там была Тимошенко и вся эта бригада. Потом Янукович. Порошенко старался чуть-чуть, но и даже он не называл Россию как агрессор. Он показывал какие-то паспорта, но он никогда не называл Россию агрессором. Он говорил, да, там террористические бады, контртеррористические операции, но ни один президент, ни один депутат открыто, вот сейчас только начинают, потому что они вынуждены, потому что это уже открытая военная агрессия, они не говорят, что Россия является все-таки агрессором. Понимаете, и как они могут после этого говорить вот Израилю или другим, они не могут поддерживать Израиль, потому что Израиль понимает, что эти люди в правительстве Украины, эти деятели, так называемые политические, они предадут Израиль. А Израиль чем занимается? Только своими национальными интересами. У него нет друзей, у него нет врагов, только союзники в том, чтобы Израиль как государство, оно имело право быть и существовать. И это его право, суверенное право, мы поддерживаем это право. Еврей имеет право жить в своем государстве, имеет право на свое государство. Никто не имеет права разрушать еврейское государство, стараться сбросить евреев в море, потому что это их суверенное еврейское вот именно право жить на этой земле, если это их страна. Понимаете, о чем речь? И поэтому евреи, исходя из этого, не смотрят на Украину. И сегодня предъявлять претензии евреям, конечно же, тоже неправильно. Но одновременно эти две страны, хотят того они или не хотят, они оказались в одном лагере, потому что Россия им не прощает того, что они хотели дружить с ней. Россия никогда никому не прощает желание дружить с Россией. Поэтому они сегодня подвергаются неимоверному прессингу. Израиль посредством своих русских прокси, через Иран они наускивает этих шиитских, вот эти все группировки Хизбалла, все те группировки, которые находятся в Сирии, потом Хамас суннитского толка, которые через своих прокси на Ближнем Востоке. А Украину они открыто бомбят, открыто ракетами. Понимаете, это государственный терроризм на уровне государства. Понимаете, вот такая вот конфигурация. Вот как вы вообще вы это все осознаете или нет, Вадим? Как вы думаете? Вот вы видите эту картину или нет? Вот интересно ваше мнение. Вы абсолютно практически все правильно сказали, в общем-то, нечего и добавить. Вот. Только могу сказать, что да, я о том, что Россия – это главное мировое зло, пишу вот с момента, как минимум, появления Путина на политической арене. Вот. Надо мной всегда смеялись, крутили у виска, когда в газете это писал. Вот. Что, ну как это, ну, это же какой-то серый чиновник, у Собчака, за Собчаком портфель носил. Ты что? Его там если он там что-то рыпнется, его тут же поставят на место. В общем, когда этот серый чиновник, что он в Чечне устроил. То есть для меня было понятно, что это всемирное зло, когда я понял, что это он взорвал ФСБ, взорвал дома в Москве. Вот, все стало с ним ясно. Вот уже. А никто этого не понимал, вот смеялись надо мной. А когда началась война, вот в 22 году полномасштабная, мне ни один человек из наших читателей нашей газеты сказали, что да, ты был прав, что мы раньше думали, что ты преувеличиваешь насчет Путина, но теперь мы поняли, что ты даже еще не договаривал всю правду про него. Вот. То есть это действительно нет большего, никто, ни Иран, ни Китай даже на сегодняшний день пока. Вот. Китай может стать потом главным злом, но пока главное зло Путин. Вот. Вы понимаете, сейчас все в мире, все страны типа Ирана, КНДР, Китая подняли головы только из-за Путина. Они посмотрели, что Путину все сходит с рук, что этого мирового хулигана никто по-настоящему не отдергивает.
Поэтому и те подняли голову. Именно поэтому я уверен, что если бы не Путин, никакой Хамас, никакой атаки 7 октября не было бы. Я не знаю, напрямую ли Путин там организовывал или спонсировал эту атаку. Но уверен, что если бы не вдохновляющая роль Путина, этой атаки бы не было 7 октября. То же самое и этот северокорейский змееныш. Вот. И Китай, я тоже абсолютно уверен. Вот сейчас смотрит, чем закончится дело в Украине. Вернется с Крымом. Вот. От этого будет зависеть судьба Тайваня. Потому что Тайвань это китайский Крым. Вот. И в целом Китай сейчас идет, вот Си Цзиньпин пришел в 13-м, кажется, году к власти, а Путин в 99-м. Вот на 13 лет разница. Вот Китай сейчас идет с лагом в 13 лет запаздывания за Путиным. Путин начал сворачивать демократические свободы сразу, как пришел к власти. Там, отменил эти, де-факто отменил 2 президентских срока, а Си Цзиньпин тоже начал сворачивать потихонечку после 2013 года, как пришел к власти, все свободы начал, ну какие они были. Ну, во всяком случае, отменил вот это правило, что один лидер не может быть больше 10 лет. Так, это же до него же действовало, это Дэн Сяопин ввел это правило, что 10 лет только может быть руководитель партии на своем посту. Он отменил это. Он все повторяет Путину. Китай потом может стать опаснее, когда с Путиным, с Россией будет проблема как-то решена. Китай смотрит сейчас на Россию. Сойдет все с рук России, Китай превратится тоже в такого монстра, что мало не покажет. Да. Смотрите, в принципе, да, и очень приятно, что вы все-таки осознаете все это. Вот смотрите, вот Украина... Причем, я извиняюсь, можно добавить? Причем надо учитывать, что у Китая действительно вторая армия в мире, в отличие от России, у которого тоже вторая армия, но с конца. Да. Смотрите, до последних дней Украина, будучи независимым суверенным государством, проводила совместные коллегии ФСБ, ГУРа. Понимаете, у них было очень тесно налажены контакты с Россией. Все генералы ГУРа, Главного управления разведки Украины, также МВД, они все бывшие выходцы именно советской школы, именно российской школы. Они ездили в Москву, Санкт-Петербург по повышению квалификации. Полностью Россия имела доступ ко всем сведениям на территории Украины. И этим самым Украина сама себя подорвала, в принципе, как государство. Но мы в упрек ничего не ставим украинцам. Мы понимаем, что украинцы сегодня очень попали между двух жернов, именно цивилизации и русского мракобесия, терроризма на государственном уровне. И мы полностью всецело поддерживаем украинскую нацию в его борьбе за независимость. А также, еще раз подчеркиваем, поддерживаем Израиль, евреев в их борьбе за свое национальное суверенное государство на том клочке земли, где они сегодня находятся. Никто не имеет права их лишать, их страны, их государства. Смотрите, тогда, если мы все понимаем, и мы знаем, откуда как бы растут рога, руки, ноги, вот эти вот копыта, откуда вот дергают за нитки именно по дестабилизации на Ближнем Востоке и Восточной Европе. Чеченцы являются разменной картой на сегодня у России. Россия очень хорошо использует чеченцев, потому что чеченцы все-таки являются пассионарной нацией. Они им внедрили ислам. Это чтобы вы понимали. Посредством внедрения вот этого ислама именно во всех его проявлениях, в какой бы это ни было форме, суннитского, суфийского, салафитского толка, ваххабитского толка. Но без разницы, ислам, он все равно это одно и то же, это все возвращается Коран, Сунна, а также все эти хадисы. Вообще это арабское мракобесие, на самом деле, 1001 ночь. Хотя чеченцы не являются изначально мусульманами, но нас исламизировали в конце 17 века. Сегодня чеченцев используют как такое, знаете, вооруженное крыло мусульман, но в угоду России. Россия очень имеет богатый опыт использования религии в своей имперской политике. И Россия, у них очень хорошие специалисты по использованию вот этого фактора религиозного. И чеченцев они забрасывают сейчас на территорию Украины в рядах своей российской армии, выставляют таких безобразными, бородатыми, кровожадными людьми, которые хотят убивать, резать там украинцев только за то, что они украинцы.
и защищать Россию, потому что так, как они говорят, защищает Россия консервативные ценности, а такие ценности, как религиозные, там эти скрепы, там православные, мусульманские, исламские, ну понимаете, о чем это, мракобесие все средневековое. Или средневековое именно со времен пророка Мухаммеда, как они говорят. А Израиль борется за свою свободу. И хочет того или не хочет Израиль, вот этот вот чеченский фактор, он все равно присутствует, потому что чеченцев в Сирии Россия использовала для того, чтобы войти в Сирию и применить там все свои виды вооружений. И она практически остановила Россию именно арабскую весну, именно этот феномен демократизации арабских государств, потому что с территории Туниса началась вот эта вот арабская весна, она прошла по Ливану, по Египту, она дошла до Сирии, и Иордания, там они, конечно, король этот очень хитрый такой лис, он проскочил. В Алжире очень пророссийская все-таки власть, диктаторская, в принципе, авторитарная, этот Абдуль-Азиз, как его там звали, ну, который маленького роста, который сейчас умер он. Да. Ну, это очень диктатор такой, знаете, он в тесном контакте с Советским Союзом. Марокко они тоже проскочили, потому что нужно было проскочить через Алжир. Но вот это вот арабская весна. И Россия жестко, поняв, что она теряет свои позиции на Ближнем Востоке, в арабском мире, потому что Россия одной ногой всегда стоит крепко в исламском мире цивилизации. Потому что они, по сути, свои одинаковые перцы и рабы. Они раболепные, на самом деле, эти нации. Потому что не говорю, я говорю как есть. Вы можете говорить дипломатически, политически корректно, но я вынужден говорить правду, потому что я защищаю интерес чеченской нации. Поэтому мне скрывать нечего. Я голос чеченской нации, подавленной, который не может показывать свои лица. Мы вынуждены скитаться по всему миру. Нас убивают, нас притесняют, нас преследуют только за то, что мы этнические чеченцы, и только за то, что я сейчас имею право и смелость выражать эту мысль. Понимаете, вот в чем сегодня такая ситуация. Для нас арабы – это враги. Для нас турки – это такие же враги, как Россия, потому что это имперцы. Иран – это империя тоже. Тем более они нас размывают с помощью России изнутри. Потому что Россия нас вынудила и вообще вырвала из мировой цивилизации, закинула в исламскую цивилизацию, навязав нам этот ислам. Лишив нас нашей самоидентичности, именно нашего культурного исторического наследия. Вот вы горды быть евреем, также мы горды быть чеченцами. Но нас сегодня лишили этого права. Практически из нас сделали каких-то недоарабов, недороссиян, недотурков и младо каких-то персов. Хотя у нас своя долгая, глубокая, богатая история, у нас свои исторические, культурные именно уклад жизни, у нас свое верование, у нас все свое. Мы чеченцы, мы автохтоны Северного Кавказа. Нам не надо ничего у кого брать и учиться чему-то. Только Россия нас туда впихнула, обвинила нас во всем, навешала на нас все ярлыки, уничтожила нас в глазах мирового сообщества, сказав, вот мы боремся с исламским терроризмом, нас туда впихнула, конечно же, с помощью своих чеченоговорящих агентов, которые сами того не подозревали, сыграли на руку, и влилось в так называемое международное сообщество цивилизованных стран России, благодаря нам. Потом она же, и разыгрывая эту чеченскую карту, вошла в Сирию, провела там свою массивную военную кампанию, сделала так, чтобы семья Асада удержалась у власти. И туда они целенаправленно закидывали так называемых мусульман из числа этнических чеченцев. Потому что человек один раз, который промыли мозги и религии, ислам, он практически это биоробот. Он только способен умирать. Он на больше ни на что не способен, потому что ему обещан рай. А рай, там все те блага, которые он в этом мире не увидит. А ислам, арабская вот эта вот цивилизация, она всегда построена на сказках. Поверьте мне, я знаю, о чем я говорю. И вот они пришли на границе с Израилем, русские. Мусульмане, так называемые, и русские. Голланы, высоты Голланы. Понимаете? Там вот она, Россия рядом. И поэтому мы понимаем, что Израиль очень умно ведет политику. Они не глупые. Мы все это понимаем. К чему мы это все рассказываем? В России много этнических евреев. Они сыграли на руку российской имперской пропаганде. Они дали эту карту разыграть, разорвать эту чеченскую нацию, в принципе. К чему мы это говорим? Вот, понимаете, права, универсальные права человека, они для всех одинаковые. Есть добро, есть и зло. Если сегодня мы, зная прекрасно, что очерняет какую-то нацию,
что ей приписывают то, что к ней не принадлежит, ее используют в этом плане, уничтожают, терроризируют, полностью навешивают ярлыки, преследуют по этническому признаку, но не говорить об этом. Ну, одновременно позже с тем, что все прожектора и все вот эти вот карательные органы направлены на эту нацию, пользуются этим, чтобы сделать свое, но не забывайте, что это же зло, уничтожив тех, на которых она была нацелена, пропустив их через эти жернова, через мясорубку, оно придет туда, где те же, которые поддакивали, строили свое. И вот Израиль сегодня платит ту цену за то, что они все-таки не говорили правду, эти евреи этнические, и в России, и в Украине, и в Израиле. Потому что четко все понимают, отслеживают, а евреи не глупые люди, они очень умные. Они умные, мы отдаем им это должное, мы принимаем это, мы знаем, что они умные, они дальновидные, они прозорливые, они образованные, они продвинутые, мы все это понимаем. Но они промолчали. Они промолчали. Сегодня это Россия, варварская Россия, государственный терроризм. На уровне государственного терроризма. Они возле голландских высот стоят. Хамас, Хизбалла, это все прокси России. Понимаете, я что хочу? Мы не призываем евреев воевать с Россией. Это невозможно. Евреи очень маленькая нация, маленькое государство. Но хотя бы на уровне межнационального общения говорить правду. Хотя мы, видите, мы чеченцы, мы говорим правду. Мы не подвержены русской пропаганде. Мы не подвержены исламизму русскому. Мы его называем русский православный Ахлусунна ва аль-Джама ислам. Потому что все, что в исламе, это все русская империя. Это все русское крепостное право. Ислам – это генетически арабы такие же, как русские. Просто у них в пустыне верблюды, а у русских Иваны, которые не помнят родства своего. Значит, у арабов Ихваны родства не помнящие, а у русских Иваны родства не помнящие. Это одно и то же, в принципе. Мы знаем, мы это понимаем, мы знаем, мы изучили это, мы уже осознали, мы прошли через 17, с конца 17 века, наши предки столкнулись с этим, были обмануты, но мы передали, как вы, евреи, передавали своим, они передали нам, мы это все знаем. Но, к сожалению, у нас нет сил бороться с этим. И нас очень мало, нас уничтожают, нас преследуют. У нас нет всей той машины огромной, которая есть у России. Вот эти вот дипломатические представительства, все вот эти международные институции, все эти организации. Везде сидят вот эти бандиты, русские террористы, которые навешивают на нас ярлыки. И используют эти арабские страны, все эти арабские страны Ближнего Востока, начиная с Турции, кончая Ираном, все диктаторские эти страны. Они их используют в своей игре, используют эту чешскую карту, и те же арабы используют эту чешскую карту. Я к чему все это объясняю? Евреям все равно, как бы они ни хотели, но они должны эту чеченскую карту видеть. И они должны признать, что этот фактор чеченский, этнический, он существует. Нам нужна помощь. Нам нужна правда. Нам не надо помогать ни физически, ни финансово, ни в информационном пространстве. Просто нам нужно, чтобы люди, вот именно умные люди, вот как евреи, мы с многими евреями общаемся на формальном, негласном уровне. Они всегда говорят, вы понимаете, вы мусульмане, вы в такой цивилизации, вы, вот это мы, если сказать, да, мы все это понимаем. Но вот на бытовом уровне мы должны все равно говорить друг другу правду. Вот я ваш покорный слуга, где бы я ни был, когда бы я ни был, с каких бы пор я ни говорил, я всегда говорил, еврей имеет право на свое государство. Это нация, которая преследовалась на протяжении веков. У них и у нас, в принципе, одна судьба. Нас преследует. Единственное, у нас какая разница, что мы еще смогли сохранить нашу территорию, хотя у нас много чего оттяпались с запада, с востока, с юга, с севера. Нас уничтожили, сократили наше население, но мы смогли как-то сохраниться, дойти до сегодняшних дней. Евреи, к сожалению, еще с тех дотопных времен вынудили покинуть свою родину. Но евреи нашли силу, ум, разум, финансовые возможности вернуться на свою родину, воссоздать свое государство. И мы все это понимаем. И почему мы все это вам сейчас объясняем? Что пока мы не будем говорить друг другу правду, такой, какая она есть, правд много, а истина одна, мы никогда не сможем установить, как бы вам сказать, чтобы мы не сможем сделать так, чтобы нас не использовали друг против друга. Потому что все чеченцы, которые вот ходят с бородами, говоря вот эти вот, выкрикивая эти исламские лозунги, крича «Аллах Акбар», стараясь умереть в джихаде, это наша беда, понимаете? Это беда чеченцев, настоящих чеченцев, свободных чеченцев. Потому что этих людей, этот биомусор, как есть, я вам говорю, создает Россия. А эти люди, сами того не подозревая, являются орудием, инструментом русского террористического образования по всему миру.
Нам это важно, нам нужно, чтобы... И, понимаете, вот эти вот русские вот эти вот нарративы и пробросы, они делают так, что чеченцы видят в евреях врагов. И это очень плохо для евреев самих, потому что чеченцы очень пассионарные люди на самом деле. Они готовы за идею отдать своей жизни. Вы понимаете, о чем речь? Это не арабы, это не турки. Они за идею просто идут умирать. Вы понимаете, какие-то чеченцы, на самом деле, они очень страшны и опасны, как враги, на самом деле. Я вам говорю это как чеченец. Нужно сделать все, чтобы эти люди понимали, что их используют. И для этого нам нужен контакт и с евреями, и с западными политиками, и с теми евреями, которые живут по всему миру, умными. Вот такой вот писатель, как вы, детский даже, если он писатель, он должен четко осознавать те процессы, которые происходят. Потому что этот еврей, где бы он ни был, в глазах чеченского мусульманина он будет врагом. Это очень важно. Но его делает врагом кто? Российская пропаганда. Хотя для нас евреи абсолютно не являются никакими врагами. Это наши союзники, стратегические, исторические, тактические партнеры, союзники. Ваша борьба – это наша борьба. Понимаете, о чем я говорю? Вот вы вынуждены жить в Германии, хотя вы являетесь этническим евреем. И все чеченцы, которые сейчас вынуждены жить за пределами своей исторической родины, это такие же вынужденные переселенцы, как евреи на протяжении веков. Мы все время скитаемся. С тех пор, как Россия пришла на Кавказ, в начале 16-го, конце 17 века, у нас было 2 выселения. Так называемые исламские страны, вот этот султанат, Турцию, потом арабские страны. Потом нас выселили полностью, сперва частично в Сибирь за Урал, страны вот этой Средней Азии, а потом полностью нас выселили в 1944 году, воспользовавшись тем, что чеченские мужчины находились на фронте, которых они призвали, а до этого обескровили нашу чеченскую нацию в гражданской так называемой войне во время революции, потому что разделить чеченцев по политическим, религиозным факторам, они заставили чеченцев воевать даже между собой, потому что некоторые воевали за Деникин, другие за красных, другие за исламские какие-то идеи, Сузын Хаджи, и все это были агенты Русни, потому что империя, она не менялась, кровь проливали чеченцы, потому что они им обещали всем, как земля, заводы, фабрики, рабочим, там, крестьянам, а чеченцам говорят, вы будете жить в свободной своей стране. А потом они их уничтожили. И выстрелили, потому что обескровленная чеченская нация в 1944 году, еще раз возвращаемся, мужское население было на фронтах, которые они насильно призвали, и всех вот этих женщин, стариков и детей, самые отборные войска НКВД выбросили, вывезли на территорию Казахстана и Средней Азии. И поэтому мы с вами проводим сегодня эту беседу. Понимаете, о чем речь? Мы вас благодарим за то, что вы с нами побеседовали. Хорошо, между прочим, побеседовали, очень продуктивно. Если у вас есть что добавить, пожалуйста, мы с вами можем встречаться и говорить на любую тему. Да, только к тому всему, что вы сейчас рассказали, я к вашему призыву, что мы, чеченцы и евреи, должны быть вместе, говорить правду друг о друге, могу только полностью солидаризоваться, сказать, что я, собственно, с этого, если вы помните, и начал разговор, где-то в самом начале я сказал, что чеченцы и евреи и украинцы сейчас находятся в одном окопе в противостоянии своему экзистенциальному врагу. Вот. Но не все, к сожалению, этого понимают. Ну и могу сказать только за себя по поводу того, что евреи должны говорить. Да, действительно, к сожалению, многие евреи не понимают трагедии чеченского народа, что с ними сделала Россия. Вот. Но за себя я могу сказать, что я об этом говорю все время. С самого начала геноцида. Мы понимаем, поэтому вы нам интересно, что вы видите, вы четко различаете. Мы понимаете, у нас нету цели себя представлять тем, кем мы не являемся. Мы такие, какие мы есть, мы говорим всегда правду. Я говорю вам за вашу покорную слугу. И за тех людей, которые мыслят, как мы. Потому что есть очень много таких людей, которые мыслят, как мы. Мы всегда говорим правду. Нам нечего скрывать. У нас нет вот этих вот подковерных игр. Мы хотим просто быть чеченцами, жить в своем суверенном независимом государстве, говорить на своем языке, жить в своей стране, пользоваться благами цивилизации, быть открыты западному обществу, влиться именно в семью развитых цивилизованных стран, чтобы к нам приезжали все безопасно, чтобы мы выезжали к ним, чтобы не было над нами вот этой России давления, дамоклого вот этого меча, чтобы русские оставили в покое, чтобы они не лезли к нам со своими танками, штыками, со своей культурой, со своим русским языком.
хотят, если наши чеченские граждане изучать русский язык и жить в России, пускай они едут за Дон, на левый берег. Пожалуйста, Россия, она там на московских болотах. Мы никому не запрещаем. Хотят русские жить у нас, пускай тогда приезжают в суверенную независимую Чеченскую республику. Понимаете, мы живем у себя на родине, мы никому ничего не предъявляем, мы никогда ни на кого не нападали и ни на какую культуру или государственность любого государства, которое, какое бы оно ни было, не посягали. Мы никогда не извели войн захватнических ни с кем, чеченцы. Просто история это видно. Мы всегда защищались вынужденно. Мы только защищались для того, чтобы выжить. Нас вынуждали просто защищаться. Даже на своей территории мы до конца шли именно мирная борьба за свое существование. Мы никогда не брали в руки оружие, на самом деле. Понимаете, в чем дело? Мы живем, кто может жить на своей территории, а те, кто не могут, они уже выехали. Практически они нас выдавили из нашей страны. Вот такая вот как бы обмен. Мне очень понравился с вами наш сегодняшний разговор, наша дискуссия, наш обмен. Я думаю, что это было продуктивно. Вы можете добавить, и хотелось бы вам сказать, что сегодняшнее интервью, мы его обработаем, наш технический модератор, мы вам вышлем, если хотите, сможете выставить на своем канале. С вашего разрешения, вы нам даете разрешение, чтобы мы выставили в YouTube и на всех наших информационных площадках? Ну да, конечно, конечно. Да, Вы же произвели это интервью. Да, не. Если вы хотите что-то добавить, если вы считаете, что это было полезно для вас, для ваших слушателей, для вас самого, вы можете добавить. И в любое время, если у вас есть какое-нибудь, если у нас есть событие именно, например, по проблеме Израиля, по чеченской тематике, или по ситуации в Украине, мы можем обсудить любую тему. Сегодня у нас был такой, знаете, ознакомительного характера контакт, интервью. В принципе, мы понимаем, я вижу, что вы понимаете, о чем мы говорим, и вы понимаете, о чем говорим мы, что мы понимаем, какие процессы происходят на этой планете Земля, какую государственную политику, какие страны ведут, кто, как и во что замешан, и какие у кого национальные приоритеты и интересы. Мы поняли, о чем мы говорим. Это самое важное. И поэтому можем говорить откровенно, открыто. И я думаю, мы будем на многие темы с друг другом говорить, обсуждать эти темы. Есть что добавить, Вадим? Вам слово. Тут только могу в заключение сказать, что, ну, во-первых, да, спасибо, очень действительно был продуктивный разговор по существу. Ну, а насчет существа такие разговоры, что пока не будет сокрушено это всемирное зло, самая большая угроза сегодняшнего. Не только, это же угроза не только Украине, не только Ичкерии. Это сейчас, если его не остановить, вот в свое время не остановили в Ичкерии, он пошел на Грузию. Не остановили в Грузию, он пошел на Украину. Сейчас не остановят Украину, следующим будет или страны Балтии, или Польша, или Молдова. Вот, а там не исключено, что мою Германию доберется. То есть это аппетиты растут во время еды. Мир должен осознать, с кем он имеет дело. Ну, к сожалению, западные эти мировые лидеры, по-моему, этого еще не осознали. Да. Но они приходят потихоньку к пониманию ситуации. Вадим, если у вас, мы вам оформим все как надо, именно в формате видео, в аудиоформате вышлем. Если вы хотите, чтобы мы выставили ваш канал и ваши как бы данные, пожалуйста, вы нам в ответку присылайте, мы все это прикрепим к нашим, на наших информационных площадках, и вы все это увидите, что мы все-таки ваши данные всем выставляем, потому что вы нам интересны, мы хотим, чтобы о вас знали многие чеченцы, чтобы слушали умных людей, чтобы прислушивались, анализировали и вырабатывали критическое мышление. Спасибо. Ну, я вам могу прислать ссылку просто на мой YouTube-канал. Вот. Еще, может быть, на несколько моих статей на чеченскую тему. Я не знаю, насколько это уместно. Там. Присылайте, все выставляем. У нас все наши гости, все, что они хотят, мы выставляем. А вы нам еще разрешаете, чтобы мы на ваше, именно в видеоформате выставили ваше фото, именно в этом ролике, именно который мы сделаем? Чтобы люди понимали, что мы... Да, пожалуйста, а какое фото, где вы его... В интернете? Если хотите, чтобы мы выставили именно ваше фото, которое вам нравится, пожалуйста, высылайте нам. Не, ну что, красная девица, просто... Ну, хорошо. Какое фото с вами мы найдем в интернете найдем, да. Все. Вадим, огромная вам благодарность. Для нас очень было важно, чтобы вы пришли с нами поговорили. Для нас это было, как мы только что сказали, конструктивно.
очень полезно. Мы очень рады нашему общению. Ждем вас. Да. До новых встреч. Смотрите, видимо, ну, не знаю, там, как они технически соберутся. Видимо, на днях, на следующей неделе, может, через неделю будет тоже мое видеоинтервью с Курочкиным. Они собираются делать со мной интервью. Вот. Послушаем вас. Выслушаем. Обратите внимание. Я вам, кстати, пришлю сейчас еще ссылку на мое интервью с ними в прошлом году. Может. Без проблем. Мы все выставим. Все, что скажем с вами, мы выставим. Вы же Курочкиных знаете, да? Всех знаем. Но это не значит, что мы разделяем все взгляды всех, которые мы знаем. Это понятно, но они тоже очень чеченскую систему. Слушаем всех. Мы слушаем всех. Огромное вам спасибо. Это мы заканчиваем. И вам. Последнее слово за вами. И вам спасибо. Огромное спасибо. Тоже могу сказать и вам спасибо, и всем слушателям, кто слушал нас, и меня. Спасибо. Хорошо. А в заключение мы скажем несколько слов на чешском языке. Хоме махвай. Магари вай махеллер хопнаги цари вай хум вай доузит ряч вай табол бала доузит ряча. Магар цацбеш тяхкуш гугу вище тяхкуш ацер тяхкуш бацмутич. Шеш дюча наха шеш кич бацмутича шамадар дюч боча цацбеш ха бода бел вай бол мулат бушун яча вай ноктихум шамадар доузитара масаца машаран неш Yukmetkş, Nisan sani, gergalonş disadu. Vay dünya çağda kaniş sani, çerçol yukmetkş, Nisan sani, Cenolit sani, vay nohçi gılkı sani, vay lamas, vay vasç, doziç, vay admal, vay cenal, vay yuka yol Nisu, Харцу вай цаези хуач, арбехкан, я вай эшка, вай дешка, düğünde işte habetine bu da almama. Bu da çok doğru, gerçi çok doğru ella. Ойла юнит сабу элхит вой далмула дал я хаберкел да мисон я ценон я эхтубин маш дохкл наш дохкл вой нохчи силах дол дескам дал я хаберкел вой меселе маш аль адикел